сельского хозяйства нашей страны. И очень обращено на это большое внимание, особенно на сельскохозяйственную науку. По последним отчетам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, то с 2013 по 2021 год выделение финансирования на науку более 2 раз увеличено финансирование. Так. И 4,5 миллиарда рублей будет выделено в этом году на приобретение лизинговой, через лизинг оборудования, техники для развития науки. Также показатели очень хорошие, и Фальков также отметил, что федеральное законодательство, оно поддерживает занятие научных учреждений производством товаров в виде товаропроизводителей. Только региональные финансирование на эти цели становится нецелевым, потому что через налоги субъектов собранные деньги должны идти на финансирование нужд субъектов. Да? И субъекты должны сейчас немножко поменять законодательство в сторону федерального. И в этом случае товаропроизводители, то есть научные исследовательские институты или опытные научные хозяйства все, которые получают финансирование из федерального бюджета, смогут получать напрямую субсидии из регионального бюджета как товаропроизводители. Понятно, да? Об этом четко отметил Фальков. И я сегодня WhatsApp отправил председателю государственного собрания Еремееву и Находкину, председателю комитета. Также надо отправить эту информацию, дать классовому министру сельского хозяйства, чтобы они в этом году запланировали нам субсидии на выполнение определенных заданий, которые мы поставим по производству сельскохозяйственных продуктов. Пусть это будет, в основном это нацелено на продукцию растениеводства. Так что на картофель, на семена, на растения, на растительную продукцию, которую мы получим, тогда мы сумеем получить субсидии. Тогда нам незачем будет создавать различные там все мучатся, там отчеты, там скрывать, прятать что-то, да, и это мое, это не твое, это институтское, это еще что-то, да. Вот так не будет. А кто заработал в институте, тот и получил конкретно. Так будем работать. И это упрощает все, да. И по всей стране также идет поддержка сельскохозяйственного производства. Почему? Потому что есть такая, вот, везде такая уже известная пословица, даже не надо его имя говорить, войну выигрывает не тот, кто хорошо вооружен, а у кого развито сельское хозяйство. Наши продукты питания. Так? Да. И наша страна и президент нашей страны Владимир Путин четко нацелили задачу, чтобы сельскохозяйственное производство, сельское хозяйство развивалось на инновационных началах. Это значит селекция, это наша классическая селекция и использование генетических технологий, последних геномных генетических технологий. И в этой цели будет проведено повышение квалификации как научных сотрудников, так же товаропроизводителей, но в основном на базе последних достижений науки. Так что для наших растениеводов, для наших ученых уже появляется большой ареал деятельности. И в прошлом году 200 научных молодежных лабораторий создали по всей стране именно сельскохозяйственного института. Такой отчет Фальков представил. 200.
и на 1000 человек увеличили научных сотрудников, молодых научных сотрудников, научно-исследовательские институты сельского хозяйства по стране. На 1000. А мы что делаем? Сокращаемся. Мы что делаем? Вот, значит, информацию я вам довожу до сведения, что поэтому сейчас тех лаборантов, которых мы перевели в МНС-лаборанты, обратно срочно переводить надо научные сотрудники, штаты переводить максимально надо будет ставить вопрос на полную эту. Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин 200% это его гениальная идея. А то бы, если 200% для научных сотрудников не поставили в задачу, то российские чиновники, бюрократы смогли бы нас, как говорится, уже, нас как класс не существовало. Также медицину сохранили, также сохранили образование, также даже зарплату санитаркам, медсестрам подняли 200%. Вы впервые почувствовали в конце этого года да? Получили все впервые, ну скажем, по 160 тысяч, да, научных сотрудников. Раньше этого не было. Сейчас есть уже. И в этом году еще больше мы должны получить, но работать еще лучше. Еще лучше. Вот с таким как бы пожеланием, настроем у нас все есть практически. Есть законодательная база, есть поддержка, есть. Просто нам самим надо работать. А результаты наши, да, результаты наши научные, неплохие. В этом году, в этом 21 год, если четко взять, что мы сделали? Получили вакцину. Это выдающееся достижение Беккера. Получили сорт, так? И опубликовали 9 научных статей Q1. Это же очень высокие достижения. И кроме этого, ну, это на 5 лет будут работать по системе ведения сельского хозяйства. Мы каждый год делаем. В этом году мы его выпустили, то есть в том году прошедшем, но туда добавили еще кадровую подготовку. Впервые кадровая подготовка, она вошла очень серьезно, с этим, опирающейся на знания развивать кадровую подготовку. Вот такой акцент мы дали, политика на знания. Ну и в остальных направлениях, конечно, можно много рассказывать, но мы практически, если посмотреть, да, чуть тут нас поддержим, мы вторую категорию института перескочили. Находимся между первой и второй категорией по данным. Если мы отдельным институтом были. Понятно, да? По нашим показателям. Докторская защищена в этом году, 2 кандидатские в 2021 году. Ни в одном институте такого нет. Внебюджетные средства заработали 22 миллиона. Тоже неплохо, хорошо. Я не считаю еще ООО «Науку» и ООО «Хотубак». Они же ушли. Почему? Потому что налогами обложили. И нету поддержки, нету субсидий для наших ООО. Поэтому они ушли как бы из состава института, но институт как бы сохраняет учредительство через ФИЦ. Но сейчас, наверное, все поменяется, но все равно как бы ФИЦ, но уже интерес уходить куда-то не будет. Так что сейчас бы нам еще объединиться и взять такую большую тему, такую как развитие табунного коневодства, посмотреть, это как национальные идеи, как носители языка, культуры народа Саха, и в то же время производство, и со всех сторон его и кормовой базой, и лечебными профилактическими мероприятиями, все, и организацией труда, передовой, как сделать, переработкой, все, если это охватить и вокруг этого института объединить, да, тогда мы можем очень многого добиться. И еще как локомотив подтянуть в себя институт языка и литературы, вот институт гуманитарных исследований. К нам бы подтянулся бы еще физтех проблем, организацию труда, все без физтех это невозможно сделать. На селе
работу коневода надо же улучшать. Как он там будет на морозе 50 градусов все время на лошади, что ли, ездить? Значит, усовершенствовать надо снегоход, буран и тому подобное. Много-много чего надо делать. Это все должно сделать наука. Наука. И опытные образцы и так далее, и так далее. Ну и мы в этом году, в прошлом году победили конкурс, выиграли, и в этом году приобретаем очень интересное научное оборудование, которое у нас будет находиться. Это у нас газовый хроматограф, да, стоимостью 16 миллионов. Да, ребята? Сколько? 9. Ага. Мы сколько? 1 300 000, да? Оплатили, да? Первоначальный взнос оплачивали. Из небюджетных средств, да? 600 нужно. Да. Сколько? 600, да? Или 1 300 000? 600. Сколько? Нет, первоначальный взнос. Это про хроматограф. Там сумма, ну, год мы завершили, но у нас денежные средства есть. Это же хорошо. Мы на хроматограф, мы даже запланировали для страховки на то, что вдруг наши растениеводы за комбайн не рассчитаются. За зерносушилку не рассчитаются вдруг. На это еще хотим мы сейчас купить клоновую сажалку, все для растения, а внебюджетных средств растениеводов нету. Практически у растениеводов там только у Сахарянного поносили деньги есть, и все. И у картофелеводов, по-моему, есть, нет у картофеля? Нет. У семеноводов есть? Нет. А мы замахнулись почти на 20 миллионов, да? Приобретать лизинговое оборудование. Поэтому это чем будем покрывать? Вот это тоже серьезный вопрос. А мы уже застраховались, заложили. И еще заложили деньги на участие в конкурсах первоначально, как называется это, гарантированный взнос. Обеспечение, все. Поэтому у нас 22 год вообще светлый, если так видеть. Но если мы будем надеяться только на наши накопления, то эти накопления кончатся. Надо его увеличивать, расширять. И поэтому год юбилейный, столетие республики, да, и мы должны семимильными шагами идти вперед. Как тогда в свое время развивали сельское хозяйство АПХ Покровский, где находится, там первую опытную станцию, там когда вывели, построили, оно давало продукции по всей республике, самую большую продукцию давали, рекордные. А у нас продукции нету товарной. Мы говорим, научная она у нас. Она прежде всего товарная, потом научная становится. Если он не товар, какая же она наука? Вот, поэтому я сошлюсь на такой был ученый Карл Францевич Рулье. Он работал профессором Московского университета, родился в 1814 году. Прожил 43-44 года и умер. Вот он является основателем психозоологии животных. Он основателем подхода палеонтологии к появлению видов, исторический подход. Вот этот уважаемый человек, на нем ссылались, на этом ученом, и свои учения выдвинули, свои идеи Герцен, Чернышевский и кто еще? Герцен, Чернышевский, кто у нас были-то? Самые такие предшественники революции-то. Герцен, Чернышевский, критик-то, кто был? Белинский. Вот. Белинский, вот 3 человека. Вот. Ага. И он, а этот человек больше всего изучал сельскохозяйственных животных. Он сказал так: наука вне общества — это не наука. Поэтому наука должна быть общественной, для общества полезной. Вот тогда наука. Вот, поэтому наша наука должна быть полезной для общества. Прежде всего, вот тогда да.
А на одного человека ради ученой степени, ради своего обогащения, это уже не наука, это уже бизнес или что-то, да? Поэтому мы будем последовательны этому. Этот человек является основателем экологической физиологии и так далее. Его дело продолжает Никита Гаврилович Соломонов. Вот такие люди жили когда-то. И у нас тоже ученые есть. Михаил Петрович устроил вот по биотехнологии, много чего сделал со своей супругой, со своими учениками. Вот делает и Полина Петровна Похлопкова в картофелеводстве. Много делает Григорий Васильевич Иванов. Порода, якутская порода, 3 типа. И сейчас еще один тип, если так взять. И я в последнее время Галину Ивановну Даянову работу тоже смотрю. Очень серьезные работы. Вначале я это как-то не понимал. Даже с ней спорил, ее критиковал. Почему нету такого? Оказывается, она тихо, спокойно работает, технологические карты все есть. И поэтому в этом институте наука очень сильно, уже в нашем институте наука поставлена серьезно, но нас мы объединиться должны. 4 направления, практически все 4 по-разному работают. А нам надо объединиться. И кроме этого, нам физицы надо объединиться тоже. Для чего космофизика-то? Для чего физтех проблем? Для чего горного дела? Все это к сельскому хозяйству можно применить, недородобыча и рекреационные работы после себя для сельского хозяйства. А сельское хозяйство возобновляемый ресурс. Если так поставить, все очень полезно, очень хорошо. Да? Вот так. Ну, это как бы моя вступительная часть длинная, да? И хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я никого не критикую, а хочу, чтобы мы друг друга поняли и шли как-то вместе все вперед. Тогда у нас будет много достижений, много успехов, много и денег будет, много радости, много всего самого хорошего. Ведь жизнь так хороша, только туда входи правильно, и там действуй правильно, и бери все, что хочешь, сколько у тебя есть возможности, сколько дают. Ну, еще раз всем желаю здоровья, успехов, удачи, благополучия, хорошего настроения. День науки сегодня как-то вот даже весенний день вроде, да, к этому идет. Ну, еще раз Днем науки, праздник. Добросовестный труд и в связи с Днем российской науки, почетной грамотой Президиума Новосибирского отделения Российской академии наук награждается старший научный сотрудник лаборатории селекции и разведения лошадей Кампатоева Ольгулана Викторовна. Константинова Наталья Константиновна, старший лаборант лаборатории картофелеводства и ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и разведения крупного рогатого скота Николаева Наталья Афанасьевна. Знаком заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии наук также награждается Николаева Наталья Яковлевна. Научным знаком заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН награждается Захарова Галина Егоровна, старший научный сотрудник лаборатории кормопроизводства и плодово-ягодных культур. Нагрудным знаком
знаком «Отличник системы образования» награждается ведущий научный сотрудник лаборатории кормопроизводства и плодово-ягодных культур Пестерова Елена Семеновна. Науки Республики с почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается ведущий научный сотрудник отдела социально-экономического развития села Пузов Алексей Григорьевич. Награждается Протопопова Любовь Даниловна, научный сотрудник отдела социально-экономического развития села. Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается старший научный сотрудник лаборатории селекции и разведения крупного рогатого скота Алексеева Нергустана Михайловна. Таким же благодарственным письмом награждается старший лаборант лаборатории картофелеводства и агроэкологии Сысоева Александра Николаевна. Почетной грамотой Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук награждается научный сотрудник группы селекции семеноводства и зерновых культур Савина Виктория Викторовна. Благодарственным письмом Якутского научного центра Сибирского отделения наук Российской академии наук награждается Рожина Евгения Николаевна, старший лаборант лаборатории селекции и разведения крупного рогатого скота. Почетной грамотой Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова награждается ведущий научный сотрудник отдела социально-экономического развития села Даянова Галина Ивановна. Поздравляем всех награжденных, желаем всем творческих успехов, больших достижений в науке, в личной жизни, всем здоровья и благополучия. Еще раз поздравляйте награжденных, они это заслужили. Ну и еще у нас, кажется, сегодня, да, или когда будем вручать государственную премию, да? У нас 3 сотрудника, да, во главе Сахаяны Афанасьевны Павловой, Елены Семеновны Пестеровой, еще кто третий? Захарова Галина. Вот они удостоены лауреата государственной премии Республики Саха-Якутия имени Гаврила Иосифовича Черяева. Вот. Вот так, да? Вот это же здорово, да? Хорошо. И это достижение нашего института, 21 год. И много у нас это все в отчете перед новогодним мероприятием прозвучало. Ну и давайте, пользуясь случаем, шампанское, да, поднимите, День науки. И торт у нас есть, да, вот у нас профсоюз организовал. Спасибо нашим профсоюзам.
Не зря говорят про союзы школа коммунизма, да? Идем к коммунизму, китайцы же ведь идут, строят коммунизм, развиваются, да? Даже американцев под себя олимпиаду проводят как мощно, да? Мы тоже в 80-м году какую олимпиаду провели в Москве, летнюю, когда строили коммунизм, да? Видимо, строительство коммунизма ни к чему плохому не приводит, да? Так, да. Так что профсоюзы, давайте, приглашайте. Вы организовали, вы на шампанское приглашайте. Вы. Дорогие коллеги, всех поздравляем с Днем российской науки и приглашаем на фуршет. Уважаемые коллеги Бурятского сельскохозяйственного научно-исследовательского института, Лупсан Владимирович, директор, мы всех вас поздравляем с наступающим Днем науки. Он уже наступил, конечно. Мы вам всем желаем здоровья, удачи, успехов и плодотворного с нами сотрудничества в деле развития нашего аграрного сектора. Мы уже сотрудничаем очень-очень давно. Мы даже договора заключали в свое время по развитию овцеводства, получения гибридов, распространения. А сейчас мы его углубили и дальше. И наши научные сотрудники у вас проходят стажировку, пишут, делают докторские диссертации. Лупсану Владимировичу спасибо за поддержку, за руководство. Мы имеем у вас стационар нашего научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова. И у вас уже здесь тоже будет стационар, уже есть, надо сказать. Поэтому его только документально здесь подкрепить и работать вместе. Всем вам еще раз здоровья и удачи, успехов. Мы радуемся за вас. С Днем науки! С Днем науки!